День за днем мы следим за развитием событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах выпуска. В республике объявили новый состав правительства. Илтумен одобрил кандидатуры председателя, его заместителей и министров. В России прошла штабная тренировка по гражданской обороне. К мероприятиям присоединились и различные организации республики. Не просто труд, но самое настоящее призвание. В стране отметили День учителя. В честь профессионального праздника лучшим в своей сфере якутянам вручили высокие награды. Беломедвежья перепись. Более 150 краснокнижных хищников обнаружили в Якутии по итогам осеннего авиамониторинга. Увековечить память воинов-якутян на балетной сцене Театр оперы и балета покажет спектакль в постановке Екатерины Тайшиной. Второе очередное пленарное заседание Государственного собрания Илтумен прошло в Якутске. В рамках него народные избранники согласовали изменения в состав республиканского Кабмина, который внес глава региона Айсан Николаев. Подробнее о заседании, о назначениях расскажет Марина Захарова. Первым делом на заседании из числа избранных депутатов был выбран Сахамин Афанасьев в качестве члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Он работал долгое время во многих районах республики, в том числе и в арктических улусах, хорошо знаком с жизнью населения и его проблемами. По словам коллег, это поможет ему при новых обязанностях. Обладает хорошим опытом. Думаю, что он будет достойно представлять Государственное собрание Илтумен Республики Саха-Якутия в Федеральном собрании и будет защищать интересы нашей республики совместно с Егором Ивановичем Борисовым. Мы на него очень надеемся, желаем удачи, крепкого здоровья, и чтобы мы в его лице получили достойного сенатора. Одобренные кандидаты, многие из которых в должность министров вступили впервые, уже наметили себе план работы. Они все хорошо знакомы со своей сферой, потому намерены немедленно приступить к действиям по улучшению качества жизни населения. Время, как говорится, на раскачку не дается. Мы не пришли с другой сферы в сельском хозяйстве, работали долго, поэтому буквально с сегодняшнего дня мы будем продолжать начатую работу, будем вести в нормативные документы изменения, соответственно, будем формировать рабочую команду и идти только вперед. Также народные депутаты дали согласие на назначение Петра Попова на должность министра экономики, Павла Багананова на должность министра имущественных и земельных отношений. Артем Александров станет министром сельского хозяйства и продовольственной политики, а Гаврил Кириллин продолжит работу министра по внешним связям и делам народов. Все министерства планируют работать сообща. Каждое министерство – это механизм, винтик одного большого механизма часов. Одно министерство оно не сможет полностью исполнить все там поручения или задачи. Это работа комплексная всех министерств, поэтому в первую очередь должна быть слаженная комплексная работа всего правительства, чтобы каждый понимал, что он должен делать, куда идти и достигать тех целей, которые поставили перед ним. Стал известен и председатель правительства Республики Саха-Якутия. Им по единогласному решению стал Кирилл Бычков. Борьба с бедностью, развитие сельского хозяйства, экономики, промышленности – все эти вопросы важны и будут приложены все усилия по разработке стратегии по их разрешению в течение следующих 5 лет. Глава Республики Саха-Якутия Айсан Сергеевич Николаев поставил очень четкие, амбициозные, но реалистичные и, самое главное, актуальные цели для работы правительства на текущие 5 лет. Хотел бы отметить, что у нас ведь подписано постановление Совета Федерации в конце 2022 года, которое определило основные направления деятельности, и реализация этих планов и этих проектов будет также одной из основных задач правительства нового состава. Народные депутаты назначили также первых заместителей председателя. Ими стали Дмитрий Садовников и Джоустан Борисов, имеющий большой управленческий опыт, как отметил глава республики. А заместителями председателя станут Георгий Степанов, Анатолий Семенов, Ольга Балабкина и Сергей Местников. За каждым закреплен блок в правительстве в различных сферах жизни населения. Марина Захарова, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск. Также стал известен и обновленный состав республиканского Кабмина. Свои посты сохранили министр транспорта Владимир Сивцев, министр труда и соцразвития Елена Волкова, министр ЖКХ Вячеслав Емельянов, министр спорта Леонид Спиридонов, министр промышленности Максим Терещенко, министр предпринимательства Тимур Ханды, министр по развитию Арктики Владимир Черноградский, министр по делам молодежи Петр Шамаев. Василий Ефимов назначен министром инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий. Афанасий Ноев назначен на должность министра культуры и духовного развития.
Также к Кабмину добавилось еще одно министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии. Его сформировали из Государственного комитета по безопасности жизнедеятельности населения. Министерство возглавит Дмитрий Лепчиков. Глава Якутии Айсен Николаев провел с новым составом правительства республики первое совещание по вопросам социально-экономического развития региона и дал ряд поручений. Так, до 1 ноября правительство должно внести на рассмотрение проекты стратегических указов по приоритетным направлениям развития республики. Глава обозначил целевые показатели по дальнейшему развитию промышленности, реализации новых крупных промышленных проектов, демографии, здравоохранения, образования, науки и многих других. Новый премьер Кирилл Бычков поблагодарил Айсена Николаева за оказанное доверие, поддержку и выразил готовность членов Кабмина к решению поставленных задач. Те задачи, которые сегодня прозвучали из уст главы республики для нового состава правительства, чтобы немедленно, а поскольку команда сыгранная, все опытные и очень квалифицированные специалисты, чтобы немедленно приступить к реализации и выполнению этих задач. На территории Якутии прошли плановые штабные тренировки по гражданской обороне. В плановом мероприятии охватили все 12 служб гражданской обороны. Спасательные службы, пожарно-спасательные гарнизоны, органы местного самоуправления и государственные исполнительные власти. В канун Дня гражданской обороны прошло совещание по видеосвязи с участием руководителей ведомств о готовности к выполнению мероприятий по гражданской обороне. Оно проходило в 2 этапа: введение плана гражданской обороны и практическая часть по ликвидации условных ЧС. Ну а сами учения по гражданской обороне прошли и в Якутскэнерго. Основная цель штабной тренировки – осмотр готовности внештатных формирований гражданской обороны, проверка содержания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств обеспечения деятельности при ведении гражданской обороны. Подробнее об учениях расскажет Марфирина Алексеева. Штабная тренировка состоялась по 3 аварийным ситуациям. Задача первой – приведение в готовность системы гражданской обороны Якутской ГРЭС при переводе с мирного на военное время. Условная авария – загрязнение воздуха техногенными веществами. После объявления эвакуации сотрудники организации были эвакуированы в подземное убежище. Бункер состоит из 8 помещений. Это санузлы, кладовые с провизией, водой и топливными генераторами. 2 больших помещения с двухъярусными койками и сердце убежища – это камеры фильтров воздуха. Фильтровентиляционная система имеет у нас 2 уровня очистки. Это регенерационные патроны находятся, которые очищают воздух от вредных химических веществ. И так называемый ФПУ. Эти фильтра очищают уже от более опасной радиационной пыли. В бункере предназначена пища и ресурсы для пребывания более 200 человек на протяжении 2 суток. Во время эвакуации лаборанты производят сбор анализов на степень вредности загрязнения окружающей среды. Мы измеряем вот этот прибор. Здесь находятся индикаторные трубочки, которыми мы измеряем газы. То есть мы методом прокачки. Здесь уровень. То есть это мы делаем. Потом собираем почву, воду для анализов радиационной и химической зараженности. Также экспресс-тесты у нас. Быстренько определить концентрацию железа или каких-то веществ в воде. Потом эти все данные даются руководителю звена и передаются в уже вышестоящий орган. Вторая история обучения. Условно специалист упал с высотного объекта. Объект называется «Градильня». Сразу же поспевает команда спасателей. Его эвакуируют и отводят к медикам. А это учение выявляет готовность нештатных формирований гражданской обороны и знание функциональных обязанностей личного состава, а также проверку содержания запасов медицинских и иных средств. Ежегодно условные ситуации учений меняются. Опытные специалисты вводят в курс практических действий новый персонал. В случае чрезвычайной ситуации все должны действовать по четким регламентам. За всю практику Якутской ГРЭС, конечно, на практике нам не приходилось пользоваться защитным сооружением гражданской обороны. Я надеюсь, нам никогда не придется. Но мы обязаны поддерживать его в боевой готовности, в состоянии эксплуатационной готовности. Поэтому мы это делаем, отрабатываем. И если вдруг возникнет такая необходимость, чтобы мы были готовы ко всему. Энергосистема Якутии обладает самым большим в стране количеством дизельных электростанций – 152 объекта. Энергетики работают в сложнейших природно-климатических условиях. Почти вся республика лежит в зоне вечной мерзлоты, толщина которой местами достигает 500 и более метров. А амплитуда колебаний температуры превышает 100 градусов. Зимой воздух охлаждается до -60, а летом нагревается до +40.
Именно поэтому к подобным учениям энергетики подходят особенно ответственно. Марферина Алексеева, Джулустан Накентьев, Якутск. В Ленск в двухнедельный отпуск из зоны СВО прибыл Леонид Егоров. Врач-онколог. Много лет он занимал должность главного врача Ленской ЦРБ. В зону СВО он отправился добровольцем. В январе этого года, в сентябре прошлого, был мобилизован его сын. Отец надеялся, что там они встретятся, но этого не произошло. Мужчины служили в разных частях. Зато в отпуск отец и сын приехали практически вместе. После отдыха Леонид Пантелеймонович снова отправится в зону СВО, где служит в гвардейской бригаде морской пехоты в медицинском взводе на этапе эвакуации. Задача бригады – вывести раненых с передовой, оказать первую помощь, стабилизировать состояние и довести до госпиталя. Каждый осознает, что счастье вот это обычная, мирная, спокойная жизнь, которую мы вот там и оберегаем своей работой на специальной военной операции. Радость от того, что вот вернуться домой своим, посмотреть, повидать. Потому что вроде бы 8 месяцев прошло, а кажется целая вечность. Поэтому я очень рад, что у меня выпала вот такая возможность, и особенно тому, что здесь и также мой старший сын, которым я так и не смог там встретиться. Но сами понимаете, обстановка. С 1 октября начался осенний призыв в армию. Так, например, в Алданский военкомат по повестке призовут 120 призывников. Как стартовала кампания, узнавал Руслан Павлов. Первым этапом для призывников вооруженные силы является медицинская комиссия. Здесь определяют годность к строевой срочной службе. Все, кто после медицинского осмотра годен к строевой, будут направлены в воинские части Дальневосточного федерального округа. Правила, или точнее законы, по которым мы проводили призыв и призывную комиссию, пока остаются те же, что и были. Значит, срок службы 1 год. Могу сразу успокоить родителей, что призывники будут проходить службу без замены региона. То есть здесь у нас в Дальневосточном регионе. И призывников, ну, в принципе, уже практика показывает, уже операция длится больше 1,5 лет, поэтому, значит, призывников в зону не отправляют, да. С 1 октября выросли штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины. Максимальная сумма увеличилась с 3 до 30 тысяч рублей. Отдельный штраф предусмотрен для граждан, которые подлежат призыву и во время его проведения без предупреждения уехали на срок больше 3 месяцев. Да, штрафы увеличились, причем значительно. Я даже постесняюсь назвать эту цифру сразу в эфире. Но я так потому что пугать этими цифрами людей, ну, ни к чему. У нас, в принципе, призывники, в общем-то, довольно-таки ответственно относятся к этому мероприятию. Тем более, что, ну, пройти призывную комиссию, определиться со здоровьем и, в конце концов, если человеку суждено служить в армии, то придется служить. Если нет, то, господи, никакими штрафами его туда не затащишь. В осенний призыв 2023 года особых нововведений нет. Призываются мужчины в возрасте от 18 до 27 лет. Принятый в августе закон о повышении призывного возраста начнет действовать с будущего года. Так, возраст призывников увеличится до 30 лет. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели» мы продолжаем. Президент России Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником и пообещал расширить меры поддержки педагогов. Глава государства подчеркнул, что повышается роль конкурсов педагогического мастерства. Благодаря этому укрепляется престиж педагогических специальностей. Владимир Путин пожелал учителям здоровья и благополучия. Он уверен, что успехи и победы учеников на многие годы вперед определят будущее страны. Мы последовательно создаем современную образовательную среду и для учеников, и для педагогов. С участием самих учителей обновляются учебники и образовательные программы. Мы продолжим активно строить школы, ремонтировать уже существующие школьные здания. А это в том числе более комфортные условия работы и для самих
Хочу еще раз пожелать вам здоровья, счастья, благополучия и, конечно, профессиональных успехов. Государственные награды вручили лучшим учителям Якутии за выдающийся вклад в развитие системы образования и многолетний плодотворный творческий труд. Присвоили почетные звания 36 лучшим учителям республики. Но самой почетной награды удостоился директор информационно-технологического лицея номер 24 города Нерюнгри Сергей Жилин. Он стал народным учителем республики Саха-Якутия. В мероприятии приняли участие педагогическая общественность города и улусов. С профессиональным праздником учителей и ветеранов педагогического труда поздравил глава Якутии Айсан Николаев. Это потрясающие люди, которые, в общем-то, делают нас. Да, те, кто развивает нашу страну. Ведь все-таки именно от учителя зависит, каким будет будущее страны. За звание самого лучшего поборются учителя со всей Якутии. Республиканский конкурс «Учитель года-2023» вот уже 32 года собирает самых креативных и деятельных педагогов, а также тех, кому интересны современные подходы к обучению. Подробнее в нашем следующем материале. К основному конкурсу прошли 30 учителей, прошедших школьный этап и муниципальный. Он включает в себя 3 испытания – педагогический диктант, разговор со школьниками и проведение открытого урока. Урок прошел на одном дыхании. Практически мы с детьми часов не замечали. Только вот ближе к концу урока, когда ответственный член жюри показал табличку «Осталось 5 минут», пришлось немножко поспешить. Но тем не менее урок в целом, я думаю, достиг цели. И все, что запланировано, все этапы урока, которые я запланировал, все они пройдены. И в целом урок получился. Сколько учителей, столько способов проведения занятий. У каждого свое мнение, своя методика, свои предпочтения в том, на что стоит делать акцент в обучении, но оцениваются все по утвержденным критериям. Есть обязательные критерии, которые диктуются российским конкурсом. Мы строго по ним смотрим. В отличие от прошлых годов, если раньше там можно было оценивать, исходя из своих каких-то экспертных оснований. Второй этап финальный состоит также из 3 испытаний. Вопросы об образовании, слово учителя и проведение мастер-класса, в ходе которого педагоги поделились своим опытом и представили свои проекты касаемо учебного процесса. Например, использование мобильных приложений на уроке. Сегодня представляла свой мастер-класс для учителей республики на тему использования мобильных приложений ZipGrade и Plickers в работе учителя. Мастер-класс нашел отклики у слушателей, мне очень отрадно. С удовольствием стану участником и мастер-классов своих коллег, потому что мы приезжаем сюда не только для того, чтобы показать себя, но и в первую очередь чему-то поучиться у других. А ряды жюри пополнили студенты и школьники. Оценивать учителей очень тяжело, так как мы поменялись местами. Это новый опыт оценивать учителей, так как раньше этого я не делала, поэтому намного сложнее. В финал из 30 учителей вышли 17. 5 октября состоится оглашение результатов конкурса. Будут названы 5 призеров и 1 победитель. Пусть победит самый преданный своей профессии педагог. Марина Захарова, Семен Семенов, Якутск. Вдохновить детей на постоянное пополнение багажа знаний – такой принцип лежит в основе обучения у педагогов экспериментальной школы «Арктика» в Нерюнгринском районе. Как сочетать культуру малочисленных народов Севера и современные технологии, расскажем далее. Здорово! Менду Иркил. Еттыктың гытури. Амуче чайлалек. Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля была открыта в Нерюнгринском районе в 1999 году. За эти годы в школе прошли обучение более 1000 детей, представителей коренных малочисленных народов не только из северных районов нашей республики, но и других регионов. Наша школа уникальна тем, что у нас обучаются дети, представителей 5 представителей коренных малочисленных народов Севера. Долганы, Чукчи, Кагиры, Эвены, Эвенки. Наша главная миссия, чтобы каждый из детей почувствовал свою принадлежность к своему народу, к своей нации. И чтобы каждый ребенок чувствовал гордость за свою культуру, за свой язык. И в будущем все-таки хотели бы, чтобы каждый ребенок изучал не только свой язык, но старался как-то повысить свой уровень
образования, чтобы каждый ребенок в паре, да, со своим педагогом повышал качество образования. Школа «Арктика» является единственным учебным заведением, где ведется преподавание языков и культуры всех 5 коренных малочисленных народов севера нашей республики. Вдохновить детей на постоянное пополнение багажа знаний – такой принцип лежит в основе обучения. Я преподаю именно физику так, чтобы им было более понятно на их примерах. Например, магнитное поле – очень сложная тема, да, линии магнитного поля. Но все наши дети знают, что такое северное сияние. И благодаря, наверное, их видениям, даже каких-то мифов, сказаний, мы как-то переплетаем и физику, и мифологию. Получается очень интересно. Самое главное, что это запоминающееся, то есть больше на ассоциативную память, мышление, на развитие. Поэтому иногда уроки проходят очень интересно. Признанием достижений в инновационной образовательной деятельности является то, что школа стала федеральной и республиканской экспериментальной площадкой по реализации проектов по возрождению и развитию языков и культуры коренных малочисленных народов Севера. Дети очень хорошие, добрые. Каждый индивидуальный ребенок развит вот по своим традициям, обычаям. Да, я много узнала, я сама с Бурятии. Вот мне очень нравится, когда в детях воспитывается любовь к своему народу, к своему искусству, к традициям, обычаям своим. Руководство «Арктики» не планирует останавливаться на достигнутом и надеется и дальше заниматься развитием уникального образовательного центра. В будущем необходимо проводить модернизацию школы, открывать новые учебные классы. Тем более в следующем юбилейном для школы году должно начаться строительство нового современного корпуса. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри, Якутия. День за днем. Учителя Якутии еще раз доказали свой профессионализм и мастерство. В Москве в год педагога и наставника они участвовали на всероссийском конкурсе «Учитель года» и форуме классных руководителей. Каждый преподаватель вошел в топ лучших педагогов страны. Как результат, домой учителя везут целую россыпь наград и, конечно, новые впечатления. Подробнее о лидерах школьного образования Якутии в материале Айсены Бурнашовой. В школе уроков физики многие побаиваются. Понять термодинамику или оптику порой бывает тяжело. А ведь с физикой мы сталкиваемся в быту каждый день. Они увидели лампочку, как горит лампочка, и настолько у них удивление большое, что вот здесь я понимаю, что физика на самом деле она всегда связана с практическими какими-то опытами. Говорить просто о сложном, делать уроки интересными. С этими задачами учитель физики из Бердигостяха точно справляется. Иван Дьяконов не просто финалист конкурса «Учитель года», один из 15 лауреатов этого престижного события. Иван Герасимович Дьяконов, Республика Саха, Якутия. Иван уверен, учитель не профессия, а призвание. Он всего 5-й год работает в школе, но его выступления готовы разбирать на цитаты даже ветераны педагогики. В чем учитель всегда должен быть первым? Учитель прежде всего должен быть всегда первым человеком, к которому ребенок обращается в трудные минуты, в которые всегда поддержит, который всегда понимает детей и всегда может предложить руку помощи. За эту искренность и отзывчивость, помимо степени лауреата, партнеры конкурса также присудили Ивану специальную номинацию за воспитание человечности. Конечно же, у меня эмоции выше крыши, впечатления самые положительные. Я даже не ожидал такого результата. И плюс к этому такая высокая номинация за воспитание человечности. Мне кажется, это самое главное для педагога. Абсолютным победителем республиканского этапа я стал в прошлом году. Каждый победитель должен будет представлять честь республики вот на федеральном уровне. Вот как раз появилась такая большая честь представить республику. Год педагога и наставника – это большая радость, и я этим очень горд. Для Якутии это суперпоказатель, поскольку впервые за долгое время учитель из республики не просто дошел до финала, но и стал лауреатом «Учителя года». Конкурс в нашей стране прошел в 34-й раз. Абсолютным победителем стал Олег Янковский, преподаватель русского языка и литературы школы при посольстве России в Иране. Янковский Олег Игоревич,
учитель русского языка и литературы общеобразовательной школы при посольстве Российской Федерации и Исламской Республики Иран. Торжественный момент награждения разделили и участники третьего по счету форума классных руководителей. В этом году он не простой, а праздничный. Это практически кульминация года педагога и наставника. Вы делаете самое главное дело. Самое главное, потому что ни одна профессия не состоится, если не будет вас. Вы встречаете ребенка с самых ранних лет и провожаете его в большую жизнь. Всего на форум поступило более 60 тысяч заявок. Участники прошли многоэтапный отбор. По его итогам до финала дошли всего 3000 участников. 26 из них – учителя из республики. Якутия, с днем учителя! Уруй Айхал! Кстати, якутянка Маргарита Лукина представила на форуме работу, изложенную в стихах собственного сочинения, чем и поразила экспертов. Поэтому я вот так выщипываю себе знания новые из работы заслуженных учителей. Очень много почетных работников учителей. Очень интересные были мероприятия, круглые столы, были лектории. И, конечно, много нового. В стране сотни тысяч учителей. И в последние годы авторитет педагога только растет. Поступление в вузы на специальность учителя зашкаливает. В этом году это 905 тысяч заявлений, то есть 12 человек на место. При этом профессия педагога имеет фундаментальное значение для будущего страны, заявил Владимир Путин. Будущее страны, так же, как и всего человечества, связано с экономикой знаний. Знания приобрели уже в современном мире первостепенное значение с точки зрения эффективности и конкурентоспособности государства. А все знания начинаются с учителя. Учитель – проводник в мир знаний для ребенка, а значит и для будущего инженера, медика или ученого. И поэтому все более значимой становится роль конкурсов и форумов учителей. Ведь они помогают педагогам получить признание, укрепить престиж своих специальностей, а еще достичь профессиональных успехов. А для учителей это в первую очередь победы учеников, которые и определят будущее страны. Какие у вас планы дальше, что будете делать? Работать вдохновили очень на будущее, на плодотворную работу. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. В республике проходит декада пожилых. Организуются различные мероприятия. На одном из них побывала моя коллега Мария Кардашевская. Они бодры и веселы, а возраст для них всего лишь цифры. В Центре активного долголетия в честь Дня пожилых провели дефиле якутских нарядов и устроили концерт для гостей. Пенсионеры со всей республики приезжают сюда и проводят с пользой 10 дней. Сначала их осматривают врачи, проводят обследование, при необходимости назначают инъекции витаминов, курс массажа. Ну а затем самая приятная часть. Постояльцам проводят различные творческие мероприятия, фотосессии, вывозят на экскурсии по достопримечательностям Якутска и досуговым учреждениям. Многие возвращаются в санаторий не по одному разу. Мы ходили, там разные скульпторы, разные деревянные. Все. Погода была хорошая. Вчера мы были, парки были, там фотографировались. Тут это первый раз я здесь. Очень понравилось. Нас руководители хорошие, танцевали, пели. Еще будем еще раз тут приду. Каждая погода благодать, дождь и снег, любое время года. Ну а вечером активных бабушек и дедушек ожидал концерт, на который были приглашены около 400 людей, перешагнувших 60-летний рубеж. Для них подготовили праздничный концерт. Во время концерта юбилярам этого года вручили подарки. Отметили и тех, кто, несмотря на то, что вышли на заслуженный отдых, продолжают вести активную работу по облагораживанию своих округов. Получил награду почетный ветеран Республики Саха-Якутия. Насчет заслуженности, это, наверное, руководство лучше знать. Раз, наверное, наградили такой наградой, значит, заслуженно ведь. Так и
Ну, конечно, раз, как не раз. Любой человек бы раз был бы. Ну, будем теперь оправдывать доверие. В рамках декады пожилых по всей республике проводятся различные мероприятия. Управление соцзащиты организовало выдачу овощей пожилым одиноким людям. Также в эти дни пройдут медосмотр, тематические встречи и много других интересных и полезных мероприятий. Мария Кардашевская, Семен Семенов, Иван Сорокаумов, Якутск. 50 яблонь высадили в новом строящемся сквере Ленска. Возведение его началось еще в 2020 году по инициативе председателя Совета старейшин. Реализацией проекта занимается районная администрация. К концу года работы будут закончены, и сквер будет торжественно открыт. Небольшие саженцы яблонь ленчане высадили в сквере Старожилов. День выдался теплый, и активные жители совместно с членами Совета ветеранов посвятили его благоустройству нового общественного объекта. Вот я интенсивно работаю. Валериан Рыбкин – один из династии мухтуйских старожилов. 280 лет назад именно на этом месте, где сегодня построен сквер, высадился один из предков Валериана Гавриловича. С тех пор Рыбкины и проживают в мухтуйской земле. И мне отрадно, что этот сквер называется сквер мухтуйских старожилов. Это очень отрадно. Я всегда прихожу сюда, с удовольствием что-нибудь делать нам приходится, и это с удовольствием делаем мы. С удовольствием Валериан Гаврилович в этот день высадил яблони. Вот на таких мероприятиях мы уже так четвертую осень приходим сюда работать. Ну, волонтеры сделают нам ямки, значит, землицу принесут, и вот эти вот саженцы, а мы идем и зарываем. А вот там, вон желтенькая, вон, да, молодая. Прошлый год я ее садил, и она принялась. Я ее все время смотрю. Высаживают деревья в сквере Старожилов регулярно. Тут уже растут березы и сосны, теперь появились и яблони. Организаторы мероприятия надеются, что они приживутся, и сквер украсит небольшой яблоневый сад. Саженцы деревьев были выделены из приусадебного участка первой городской школы. Инициатива благоустройства сквера принадлежит председателю Совета старейшин Алевтине Бабаевой. Мухтуя для меня это родная малая родина. Все здесь прожито, все здесь отработано и так далее. Вся трудовая жизнь здесь. И мы видим, как за лето продвинулась работа. Скверу Старожилов быть, это будет любимое место отдыха для ленчан. Честь и слава. Пока же строительство сквера продолжается. В скором времени подрядчик обещает все работы завершить. Сквер у нас уже второй подрядчик, строится не первый год, но я думаю, в этом году мы завершим этот объект. Работает на объекте 8 человек. Планируем в декабре месяце мы завершить. Не хватает материалов по электрике, сейчас они доставляются. Я думаю, подрядчик справится со своими. Вымощены тротуары, проведено водоотведение, включая прилегающую улицу Победы. В скором времени будет установлено освещение и видеонаблюдение. Появится место стоянки для детских колясок, также игровая площадка. Еще одно место для семейного отдыха станет подарком для всех ленчан. Территория для строительства сквера была выбрана не случайно. Здесь не только в первый раз вступили на землю предки мухтуйских старожилов, но именно отсюда уходили на фронт мужчины во Вторую мировую войну. А сегодня здесь установлен флагшток. Ежегодно на нем в мае месяце развивается Знамя Победы. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Продолжим подводить итоги недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Итоги недели мы продолжаем. 16 октября закроется паромная переправа Якутск-Нижний Бестях. Сроки при этом могут быть скорректированы в зависимости от погодных или гидрологических условий. После закрытия навигации до устойчивого ледообразования перевозки будут осуществляться с тяжелой баржей. Далее паромы будут ходить в сопровождении ледокола по маршруту Жатай-Техтюр. С 6 октября также до 600 рублей повысилась стоимость проезда на скоростных катерах по маршруту Якутск-Нижний Бестях в связи с погодными условиями и низким уровнем воды в Лене. Перевозки осуществляются с 7 утра до 6 часов вечера. С
С начала навигации в Якутии отгружено 1 миллион 246 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов. Это 97,9% от плана. Из указанного объема до пунктов назначения доставили 1 миллион 142 тысячи тонн грузов, что составляет 89,7% от плана. По арктическим рекам Якутии в навигационный период текущего года планируют доставить 361 тысячу тонн. Отмечу, что завершение навигации на арктических реках находится на особом контроле руководства республики. При этом устойчивое ледообразование в акватории моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря ожидается примерно на 10-15 суток позже нормы. В связи с этим срок судоходства в акватории Северного морского пути планируют продлить до 15 октября. Работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы завершили в аэропорту Якутска. На месте нанесли разметку и установили светосигнальное оборудование. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию. После реконструкции полная эксплуатационная длина взлетно-посадочной полосы составляет 3600 метров. Ввод объекта в эксплуатацию позволит аэропорту принимать широкофюзеляжные воздушные суда с увеличением количества пассажиров в круглогодичном и круглосуточном режиме. При этом прямые рейсы из Якутска в Москву авиакомпания «Сева» на самолете А-320 с полной загрузкой начнет выполнять со следующей недели. Авиакомпания «Якутия» также возобновит прямые рейсы в Москву в ближайшее время. Авиакомпания «Аэрофлот» начнет работу с 30 октября. Рейсы будут выполняться на Боинге 737-800 6 дней в неделю. Также со следующей недели в аэропорту ожидают грузовые самолеты Ту-204 и Боинг 757. Тем временем в Хандыге продолжаются работы по ямочному ремонту федеральной автодороги Колыма. Протяженность трассы, проходящей по поселку, составляет почти 4,5 километра. Продолжит тему Мария Винокурова. Как известно, в Хандыге в конце сентября на территории ДЭП-135 начал свою работу новый асфальтобетонный завод с производительностью 140 тонн в час. Продукция завода впервые будет использована для ямочного ремонта автодороги. Ремонт осуществляет бригада в количестве 7 человек. Задействовано 3 единицы техники – экскаватор, швонорез, погрузчик. Работа идет в штатном режиме. Конечно, интенсивность большая, потому что, сами понимаете, федеральная автодорога. Рабочий график у нас с 8 до 8. Но уже на дороге, на самой уже где-то в 6 уже закругляемся, потому что, сами понимаете, темно сейчас. Освещения уже у нас нету, поэтому опасность присутствует. Поэтому стараемся уже к 6 уже заканчивать, собираться. Ямочный ремонт дорог возможен только в сухую погоду, поэтому дорожники стараются максимально эффективно отработать в каждый солнечный день. Сейчас идет проектирование капремонта федеральной автотрассы Колыма, проходящей через райцентр Тампонского улуса. Это 12 километров дороги, 406-417 километры. И на сегодняшний день практически завершено проектирование освещения федеральной дороги. И в этом году должен объявить Опордор-Вилюй конкурс. И в следующем году уже должны быть начаты работы по освещению федеральной дороги Фат-Колыма. 12 километров дороги будет освещено. Объем ямочных работ составляет 6200 квадратных метров. Общая протяженность дороги по поселку почти 4,5 километра. А уже в следующем году начнется капитальный ремонт автодороги Колыма. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Перейдем к другим темам. Национальная вещательная компания «Саха» готовится к празднованию 60-летия якутского телевидения. 8 октября 1963 года в эфир вышла первая регулярная программа телевидения республики. Техническая дирекция, пожалуй, самый первый отдел вещания, который работает с того самого первого эфира телеканала. О кропотливой работе невидимого фронта расскажет Марферина Алексеева. За всеми теле- и радиопрограммами стоит слаженная, кропотливая работа большого коллектива. Подготовка к прямому эфиру объемных программ начинается за 4 часа до трансляции. В студии и аппаратной в одну смену работают около 20 человек. Все обдумывается до мельчайших деталей. Оформление титров, подготовка видеороликов, хронометраж, звук, свет и речь ведущих. Операторы настраивают камеры, художники-декораторы выставляют соответственное оформление студии. Во время трансляции у каждого работника имеется радиоприемник либо наушник, через который ответственные руководят синхронностью всего процесса. У меня был такой скептицизм насчет работы. Я думал, да, тут
Ну, прям как на заводе пришел, отработал, ушел, типа смену сдал. На самом деле сейчас для меня вот очень интересно вот заниматься аппаратурой, да, понимать, насколько сложный бывает эфир. Он ведь продумывается сценарий, да, получается продюсера, какие декорации должны быть. Вообще весь план от и до всегда прописывается. Вот, и в этом плавном участии мне очень нравится как-то вот, ну, одно целое, короче. В целом это огромная команда, которая отвечает за каждое свое действие. Но тем не менее мы работаем слаженно. То есть мы понимаем задачи каждого и как-то сопоставляем их. Компания владеет 3 телеканалами: НВК «Саха», Якутия-24, «Мамонт», а также радио «Тетым». И все вещания контролируются и отслеживаются в аппаратно-программном блоке, который работает круглые сутки на протяжении всех лет вещания. Аппаратура здесь отключается только во время профилактических работ каналов, а это 1 раз в год. Это самое сердце телевидения. Сюда стекаются все сигналы со всех, не только со всех студий нашей компании, да, но также внешние источники подключения из Москвы, из каких-то спортивных комплексов, мероприятий. Права на ошибку нет, потому что все происходит в прямом эфире, прямо все вот конкретно. Если на монтаже где-то какие-то ошибки можно что-то переделать со временем, здесь уже нужно соображать очень быстро. Оперзамены, если что-то случается, также перебои со светом у нас бывают. Это все нужно решать вот именно в ту же секунду. Это вот заключается работа в этом. Работа в эфире всегда непредсказуема. Каждый работник готов к любой внештатной ситуации. На подхвате всегда имеются дежурные. Реакция на импровизацию выработана у каждого. Поэтому после эфира у всего коллектива мини-праздник. После длительного эфира мы всегда все дружно выдыхаем. Да, мы сделали это. Вот что-то типа такого. Всего в компании 4 действующих студийных павильонов. Все они оснащены современным оборудованием. В каждом работают команды из профессиональных специалистов. АСК, аппаратно-студийный комплекс. Сюда входит два аппаратно-студийных блока. Это 5-й, который здесь мы находимся, вот, который вводился в строй в 2011 году, в 2015 году. Это большая студия 300 квадратных метров, о которых мы так долго мечтали. Первая АСБ-1 – это та, которая строилась в 62 году, в 63 году прошлого века. И то, с чего начиналось, собственно говоря, это было вот 90 квадратных метров. 2 аппаратно-студийных блока у нас новостейных еще есть. Кроме того, в технической дирекции еще есть целый отдел передвижных средств телевидения. Это ТЖК, это передвижные станции телевизионные, это айтишники, компьютерщики, это радиовещание. В принципе, у нас такая достаточно большое разнообразие такое. А в принципе, все начиналось, конечно, в 63 году с маленькой студии. Но она тогда была, казалась не маленькая, она была типовая студия. В этом году в честь юбилея для слушателей и зрителей телеканала компания разработала обновленное мобильное приложение, которое объединило все продукты и проекты компании. Ежегодно в телесезон на экранах появляются новые программы. Компания вещает по спутнику, в интернете, по кабельному телевидению. Всего по республике 260 передач. А за всем этим стоит слаженная работа преданных своему делу телевизионщиков. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. Безусловно, работу телевидения невозможно представить и без работы телецентров и центров связи. О долгой работе одного из них, АО «Арктиктелеком», расскажет Тимур Колмогоров. История якутского телевидения и радиовещания берет свое начало в 50-е годы 20 века. Первая пробная телевизионная передача в республике состоялась 31 декабря 1962 года, за 2 часа до Нового года, где демонстрировали заранее записанный на пленку «Голубой огонек». После этого в течение 9 месяцев 1963 года велись недолгие пробные передачи. И 1 октября 1963 года приказом министра СССР телецентр был принят в постоянную эксплуатацию и был создан Якутский телецентр. Именно этот день является точной датой рождения телевидения. Стаж у меня здесь на телевидении 50 лет. Пришел на телевидение в 1968 году. Дело, конечно, это было хорошее, стоящее. Мы старались очень донести до самого края республики телевидения. Ну, так и я и втянулся в эту работу, очень интересную, полезную. Какие бы важные события в регионе не проводились, без технического участия телецентра не обходилось. За все время были введены 133 новых спутниковых приемных станций и 357 телевизионных ретрансляторов, по итогу охватившие 99% населения республики.
Именно благодаря работникам телецентра мы можем смотреть телерадиопрограммы НВК «Саха». Наши сотрудники Арктиктелекома в городе Якутске занимаются организацией для передачи каналов связи по интернету, по доставке контента телевидения и радиовещания до районных центров. А в районных центрах уже наши коллеги следят за исправностью оборудования, которое транслирует телевидение и радио уже непосредственно в самом населенном пункте. Порой специалисты для обеспечения качества связи выполняют по-настоящему героические задачи. Непроходимая местность, экстремальные температуры, пурга и многое другое. Благодаря их самоотверженному труду теле- и радиовещание распространилось по всей республике. Тимур Калмогоров, Георгий Григорьев, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели. После небольшой паузы оставайтесь с нами. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы продолжаем. Изучением сезона миграции, а также состоянием популяции краснокнижных белых медведей занимаются ученые на севере Якутии. В условиях изменения климата эти хищники, одни из самых крупных на планете, уходят вглубь материка от побережья и все чаще появляются в стойбищах оленеводов и поселках. О том, что заставляет хозяина Арктики выходить к людям и сколько вообще белых медведей обитает в республике, узнавала наша съемочная группа. С наступлением осени, когда площадь морского льда в Арктике минимальна, белые медведи все чаще выходят на сушу, сжигая запасы подкожного жира. Самки ищут на берегу место для берлоги, обычно под склоном, сильно заметаемым снегом. Этот период идеальный для проведения авиамониторинга хищников. В этом году в заповеднике Медвежьи острова его провели с помощью беспилотников. Предварительное количество косолапых составило 150 особей. Ежегодно вот такие вот мероприятия каждую осень позволяют нам проводить работы и выявлять, учитывать наших медведей, узнавать какое количество. И также, кроме того, проводятся рейдовые мероприятия. То есть мы контролируем территорию и что на ней происходит. Напомню, в Якутии с 2005 года резко возросло количество белых медведей на берегу Колымы. Ранее встреч с хищником было по 2-3, а в 2005-м сразу 25. Был объявлен даже режим ЧС, проводилось патрулирование и работы с населением. Все чаще арктические хищники выходят к поселениям и стойбищам оленеводов Крайнего Севера. И связывают это в первую очередь с глобальным потеплением. Медвежьи острова являются родильным домом якутским для белых медведей и довольно давно изучаются учеными. Планируются сейчас дальнейшие исследования для того, чтобы оценить динамику изменения численности и распределения белых медведей, их полувозрастной состав, определить, какая это популяция. И главное, оценить, как изменение климата и человеческая деятельность антропогенная, как влияют на арктическую экосистему. Мониторинг количества белых медведей позволит отследить общую экологическую обстановку в российской Арктике, расширить знания по тенденциям, связанным с глобальным потеплением. Учеными получен огромный пласт информации, который будет систематизирован и опубликован по мере изысканий. По опасениям специалистов, в результате последствий глобального потепления к 2050 году популяция краснокнижных хищников может сократиться на 30%. Петр Васильев, Екатерина Амосова, Семен Семенов, Якутск. Знание истории семьи вселяет в человека уверенность. Он становится сильным и открытым, так считает героиня нашего следующего материала. Часто в прошлом кроются некоторые тайны, и, согласитесь, очень интересно разгадать таковые. Всем нам любопытно знать, кем же были твои предки и откуда берет начало свой род. Мы побывали в гостях у Люции Бурцевой, для которой изучение и сохранение истории ее корней сегодня стало одной из главных задач.
Готовцев Пантелеймон Егорович родился в далеком 1856 году в Валасе Туруялах хангаласского наслега Байгентайского улуса. Здесь же вырос и жил. Входил в число первых грамотных якутов. Известен как крупный знаток, собиратель и пропагандист устного народного творчества, обычаев и уклада жизни якутского народа. Являлся головой Байгентайского улуса, одного из самых больших и значимых улусов дореволюционной России. Был женат на Марии Афанасьевне Абрамовой. Детей у них не было, супруга умерла в молодом возрасте. Но известно, что Пантелеймон Егорович воспитал 5 детей – Феофана, Матрёну, Домну, Федору и Варвару. Всем им он помог встать на ноги и дал образование. Его приемный сын Феофан Готовцев – основатель кооперации в Усть-Алданском улусе. А сегодня мы в гостях у его правнучки Люции Бурцевой. С самого детства наша героиня была знакома с историей своего богатого рода. С годами интерес стал осознанным. Все эти вещи были со мной с самого рождения. Да? Вот этот, например, если взять царский сундук с портретами царских особ, 145-летний буфет, который мы называли пекарская эскаба. Все эти вещи окружали меня с самого рождения, поэтому это было как-то привычно. Потом уже на протяжении многих лет, когда человек взрослеет, ты уже начинаешь смотреть на эти вещи какими-то другими глазами. Скажем так, что их имена, к сожалению, в 20 веке были забыты, потому что их родные, почти все 100%, были репрессированы, а в 30-е годы расстреляны, поэтому прадед не сильно распространялся о своей фамилии, о своей истории, и также дедушка. Я считаю, что сейчас пришло время, когда люди должны узнать, когда уже необходимо возрождать, приумножать их доброе имя. Стоит упомянуть работу моей мамы Раисы Ревовны Готовцевой, которая всю жизнь занималась возрождением их имен, активно сотрудничала с музеями, с библиотеками улуса. И благодаря ее готовым материалам я собрала всю эту выставку воедино. То, что не закончила наша мама, я закончила. С помощью Усть-Алданского музея истории и библиотеки Усть-Алдана Люция проделала большую работу. Собрала материал, который на сегодня предстал в виде большой выставочной деятельности. Самые крупные вещи – это 145-летний буфет, подаренный Пекарским, моему прапрадеду. Выставлен также сундук с портретами царских особ. Выставлено очень много редких фотографий, аналогов которых, скорее всего, нет в республике ни у кого, как мне подсказали коллеги. Очень много вещей. Гребень, кстати, который датируется концом 19 века, костяной гребень. В общем, очень много интересных, раритетных вещей. Сестра прадеда Люции, Матрёна Тихоновна, в годы гражданской войны была разведчицей. Известна как первая феминистка Якутии. Активно выступала за права женщин. До недавних пор хранилось только 2 ее фотографии, пока благодаря случаю на Люцию не вышла уроженка Татинского улуса. На меня на днях вышла Анастасия Васильевна Игнатьева. Ее отец работал с Матрёной в Чечемахской больнице медиком. И она, увидев сообщение в мессенджере, узнала знакомую фамилию, что где-то она слышала эту историю. Она через знакомых нашла мой номер и подарила мне оригинал этой фотографии, очень ценный, где Матрёна Тихоновна изображена в медицинском халате с неизвестным пока нам мужчиной. Я говорю «пока», потому что, как показывает время, со временем все всплывает уже наружу. Она подписана, снимались в 1911 году, то есть этой фотографии более 100 лет. Во время работы в Чечемахе у нее был супруг по национальности грузин, хотя по всем документам выходит, что она была бездетной и незамужней, как настоящая феминистка. Я предполагаю, что это, возможно, был ее супруг. Многие сразу узнали военную форму или же форма тогдашних медиков, то пока неизвестно. Будем изучать эту фотографию еще больше, потому что она у меня всего пару дней. Люция уверена, связь с предками вселяет силу и желание двигаться вперед. Сегодня в приоритете у девушки продолжать заниматься историей и изучением своего рода, что она и пропагандирует среди молодого поколения. Ведь никогда не знаешь, какие интересные факты и истории всплывут о твоих семейных корнях. Мы не рождаемся просто так, и нужно понимать, что без прошлого не может быть светлого будущего. Катерина Винокурова, Джулус Иннокентьев, Якутск.
6 и 7 октября зрителям представят одноактный балет «Подвиг» в Государственном театре оперы и балета. Таким образом, театр отдает дань памяти воинам-якутянам, бесстрашно сражавшимся во всех крупнейших битвах. От первых боев под Москвой до триумфального штурма Берлина. На репетиции уникальной постановки побывала моя коллега Даяна Федорова. Во времена Великой Отечественной войны среди якутян героев было немало, поэтому либретто «Подвиг» сугубо мужской балет. По словам хореографа-постановщика балета Катерины Тайшиной, одной из самых главных задумок – показать в главных партиях ведущих артистов балета, так как мужской труппой может похвастаться далеко не каждый театр. Хотелось показать именно наших мужчин, которые у нас сейчас, я бы сказала, находятся на очень хорошем уровне. Попросила в либретто добавить не одного ведущего, а чтобы их было 5 героев. И тем самым это большая работа для наших солистов. И они растут на таких балетах, когда чем больше принимают участие именно в ведущих сольных партиях, тем сильнее они становятся. В балете «Подвиг» декорации по минимуму, костюмы, оружие и видеоконтент, который усилит восприятие. Такая задумка не случайна, ведь в главных ролях воины-якутяне. Я исполняю партию снайпера Алексея. В этой партии я сам из деревни, я бывший охотник. И эти навыки для меня очень пригодились именно во время войны. У нас история, мы здесь показываем на сцене историю именно борьбы двух. Визави мой снайпер, тоже фашист есть. И во время этого танца мы показываем именно бой и сражение между мной и моим визави. Музыкальной основой спектакля стали уникальные, масштабные, бессмертные и грандиозные произведения, такие как симфония Арама Хачатуряна, Сталинградская битва в бой за Родину, Салимана Владимирова, Священный Ильмень, Прокофьева 7-я симфония и 7-я симфония Шостаковича. В оркестре у нас 55 человек. Наш оркестр, у нас полный состав. Конечно, эта музыка где-то требует еще большего состава, но по максимуму все, что смогли, мы сделали. И, пользуясь, конечно, случаем, приглашаю всех на прекрасный спектакль «Балет Подвиг». До встречи! Премьерные показы спектаклей приурочены не только ко Дню учителя, но и к Году учителя и наставника. Работа артистов в симбиозе с видеосопровождением под звуки духового оркестра создали глубокую историю, которую в полной мере поможет населению развить патриотический дух и гордость за свою республику. Даяна Федорова, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.